Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова менен Заноза Кейджи сайтынын негиздөөчүсү Нарын Айыптын арызын кароого алды. Чолпон Жакупованын айтымында арыз 2017 жылы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына чыгарылган сот чечимдери тууралуу. Жакупова менен Айып Бириккен Улуттар уюмунун комитетине Кыргызстанда өз укуктарын коргоонун башкы куралы калбай калганын айтып, ушул жылдын апрелинде кайрылышкан. Эске сала кетсек, 2017 жылдын жазында башкы прокуратура Заноза Кейджи сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сомду өндүрүү тууралуу 5 доо арыз берген. Жогорку сот Заноза Кейджи сайтын негиздеген Дина Масловага, Нарын Айыпка, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповага байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган 3 өкүмдү 30 ноябрда өзгөртүүсүз калтырган. Кийин 2018 жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тартканын билдирген. Не все дела принимаются к рассмотрению Комитетом по правам человека. И сам факт принятия к рассмотрению говорит о том, что обращение было подготовлено, что оно соответствует всем критериям, которые необходимы для подготовки такого обращения. И второе, что Комитет по правам человека ту проблему, которая в этом обращении направлена, да, он считает ее важной для системы Организации Объединенных Наций и в целом для системы защиты прав человека. Вот. Ну, мы неоднократно уже говорили, что для нас это дело является стратегически важным, как и все, что связано со свободой слова и свободой выражения мнения. Именно поэтому мы приоритетом прошлого года с самого начала сказали, что за свободу слова, за права журналистов на осуществление профессиональной деятельности мы будем стоять насмерть. Потому что без этого, да, ни развитие демократии, ни борьба с коррупцией, да, это просто невозможно. Но процедура рассмотрения, надо понимать, в таких международных, это глобальная организация. Вот, в нее могут подавать все страны, поэтому обращений очень много, и очередность достаточно длительная по рассмотрению. Но мы к этому готовы. Для нас важно, первое, заострить внимание судейской системы, заострить внимание правительства Кыргызской республики, администрации президента, то есть Жорку Кенеша, на то, что даже если вся судебная система будет разваливаться и будет, это все равно государство будет нести ответственность за то, что они должным образом не осуществляют, не контролируют процесс, каким образом судебная система функционирует.